Здравствуйте, вы смотрите новости «Набережные Челны», в студии Елена Камалова и коротко о главном. Устраняют последствия пожара. Насколько сильно пострадал отель, это узнала Эльмира Гайнудинова. Кражи, вандализм, мелкое хищение. Какие правонарушения чаще всего совершают подростки? Количество случаев ОРВИ растет. В Челнах продолжается вакцинация от гриппа. Спонсор нашего выпуска – магазин «Много ванн». Широкий выбор плитки, акриловых ванн, душевых уголков, мебели, смесителей унитазов. Задумались о ремонте, за обновлением сантехники? Обращайтесь в «Много ванн». Дорогая, я нашел магазин «Много ванн». Какие здесь ванны, какая плитка, красота и цены приятные. Много ванн. В Сююмбике 21. Остановка 41 комплекс. До конца месяца скидки на ванны до 40%. В Набережных Челнах произошел страшный пожар. Пламя охватило 4-этажное здание отеля «Кама Румс». В это время внутри находились более 70 человек. Это постояльцы и сотрудники. Все спаслись. На месте работала моя коллега Эльмира Гайнудинова. Она пообщалась с персоналом гостиницы и гостями города. Евгений и Екатерина обнимаются и радуются тому, что чудом остались в живых. Девушки приехали в Челны из Саранска. И, как они рассказывают, все произошло моментально. Выбегали на улицу в том, в чем было, успев схватить только все самое ценное. Особенно девушки счастливы тому, что спасли своего питомца. Главное, спасли, потому своим что питомцем проживали. И выбежали на улицу через задний вход. И увидели, что идет очень сильный такой, дым черный прям. И подошли сбоку здания и увидели, что все крыльцо уже в огне, все полыхает. Я увидела, что моя машина стоит рядом, я ее побежала завести, там уже все летело, вот этот огонь и какие-то, я не знаю, что это, осколки, какие-то вещи. Нам на самом деле повезло, потому что крыло, в котором мы проживали, осталось практически нетронутым. Единственное, наверное, крыло. Поэтому сейчас нам уже сотрудники отеля вернули все наши вещи, рабочие документы. И это ценно. Поэтому большая благодарность. Екатерина не спускает с рук 2-годовалого спаниеля Мэтью. Девушка даже представить боится, что было бы, если бы их не оказалось в номере. По ее словам, счет шел на секунды. Сотрудники отеля до сих пор не могут поверить в случившееся. По их словам, все сработали слаженно и быстро. Мы как были, выбежали там, кто что успел схватить. Девочки, кто-то кто схватил одеялки, которые для гостей есть. Меня сейчас просто переодели добрые люди в более-менее теплую одежду. Но очень надеюсь, что мы спасли вывели всех гостей. Конечно, очень страшно. Правда страшно, неожиданно, быстро, как моментально как-то все. ЧП был присвоен 4 класс. Это высокая пожарная опасность. Языки пламени молниеносно раскидывались. 4-этажное здание было охвачено дымом и огнем. Пожар был настолько сильным, что его видели жители многих комплексов. Сильно горел, да, черный дым, прям копоть была. То есть, я фотографию мужу даже отправляла, прям смог стоял черный. То есть между нашими домами еще 5-этажка есть, и мы за 5-этажкой даже видели черный смог. Поэтому на улицу из-за этого даже не вышли. Сильный пожар был, да, очень сильный. Особенно дым черный. Но там крыша, видать, смола это горит. Вот она сильно горела. То, что происходит, не верится, наворачиваются слезы. И в толковой среде все пишут сейчас, что произошло, как жаль. И если нужна будет какая-то помощь, такая посильная, может быть, даже волонтерская, я думаю, что очень многие откликнутся. Из отеля эвакуировали 52 постояльца и 20 сотрудников. Пострадавших и детей среди них нет. Всех быстро вывели из здания, разместили в рядом стоящих зданиях, в том числе здание Дома мебели. После этого предоставили автобусы для того, чтобы перевезти в те отели, куда мы договорились расселить этих постояльцев. Сотрудники прокуратуры проверяют все обстоятельства, которые привели к пожару. Надзорное ведомство с привлечением профильных специалистов выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст правовую оценку соблюдению требований пожарной безопасности. Представители прокуратуры проследят за эвакуацией гостей, персонала отеля, организацией их временного размещения и питания. Причину ЧП еще предстоит выяснить. На пульт диспетчера сообщение о пожаре поступило в 9:40 утра. Тогда горели кровли и утеплитель на 3-м и 4-м этажах. В 11:05 было ликвидировано открытое горение. Площадь возгорания составляет 4000 квадратных метров. Эльмира Гайнудинова, Ленар Султанов. Новости Набережные Челны.
Чужой беды не бывает. Сегодня во время аппаратного совещания мэр Набережных Челнов сообщил о необходимости помочь владельцам отеля, в котором произошел пожар. По словам градоначальника, гостиница хоть и частная, но нельзя оставаться безучастными. Моя коллега Эльмира Гайнудинова вновь отправилась на место ЧП. Посмотрите, вот этот номер находится как раз под очагом пожара, вот где он начался. Вот если обратите внимание, то есть пожар затронул только окно, видимо, оно лопнуло от высокой температуры. Генеральный управляющий отелем Наталья Ступарик рассказывает, оплавился только потолок. А вот все остальное не пострадало. По ее словам, огонь четко шел по фасаду, а утеплитель сдерживал пламя. В общей сложности мы уже примерно можем сказать, что где-то 20% от той общей площади поражено, конечно, пожаром. Это несколько номеров выгорело. И, собственно, вот эта зона лобби-бара и вход. Да, и фасад, конечно же, тоже подлежит сейчас реконструкции. По предварительной причине именно здесь и начался пожар. Как сообщили сотрудники отеля, возгорание было не внутри здания, а снаружи. Из-за высокой температуры окно лопнуло, осколки разлетелись на несколько метров. Но сотрудники отеля ничего не убирают в лобби-баре и ресепшене. Они ждут представителей страховой компании, чтобы специалисты провели независимую экспертизу. В ресепшене и лобби-баре оплавились потолки и проводка. Но открытого горения здесь не было. Спа-центр и вовсе не пострадал. Даже запаха гари практически нет. Планируется, что в работу его запустят со следующей недели. Ресторану требуется косметический ремонт. Его открытие намечено на конец ноября. Сейчас персонал все приводит в порядок и отмывает. Третий этап – запуск отеля, номерного фонда, который также, по данным сотрудников, сохранен на 80%. Все вещи раздали, чтобы люди могли улететь на самолетах, паспорта. То есть у нас из сгоревшего один ноутбук, у клиента, да, из 52 человек один ноутбук, у кого-то там тапочки, заколочки. Как сообщил городоначальник, есть необходимость подключиться и оказать помощь бизнесу. Есть необходимость со стороны муниципалитета подключиться и оказать посильную помощь владельцам отеля «Камрумс». Мы вчера довольно подробно обсудили этот вопрос и осмотрели само здание. Возможно, в самые короткие сроки его привести в рабочее состояние. Муниципалитет готов оказать помощь. Что именно будет необходимо, владельцы сообщат сами. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости. Набережные Челны. Сегодня в Челнах поймали водителя с признаками алкогольного опьянения. За рулем отечественного автомобиля находился 24-летний автолюбитель. Подробности в материале Лилии Гатиной. Автолюбителя задержали на проспекте Хасана Туфана. Мужчина вел себя странно, чем и привлек внимание автоинспекторов. Водителю предложили пройти медосвидетельствование. Вы продуться согласны? Нет. Отказываетесь, да? Да. По информации госавтоинспекции, в мае 2022 года водитель уже был лишен права управления транспортным средством. Тогда на него составили административный материал и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. В отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 и по части 2 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Автомобиль помещен на специальную стоянку. Сам гражданин был доставлен в отдел полиции Центральный для дальнейшего разбирательства. Автоинспекторы призывают челнинцев не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о подозрительных водителях. Сделать это можно по телефонам 112 или 51 18 14, а также в телеграм-канале. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей. Новости. Набережные Челны. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия или у вас есть проблема, которой вы хотели бы поделиться, звоните нам по номеру 8 939 311 31 31. Оставьте свое сообщение в любое время суток. Также вы можете присылать свои фотографии и видео на наш номер. Корреспонденты обязательно просмотрят и прослушают ваши сообщения. И, может быть, именно по вашей истории снимут следующий репортаж. Ваши сообщения мы принимаем круглосуточно. Кража, вандализм, мелкое хищение – это те правонарушения, которые чаще всего совершают подростки. За 9 месяцев текущего года на учет в Челнах поставлено 464 ребенка. О том, как правоохранительные органы собираются бороться с этим негативным явлением, смотрите прямо сейчас.
70% преступлений, совершаемых подростками, являются кражи. При этом также среди несовершеннолетних увеличился уровень мошенничества. Ребята ищут легкие деньги, поэтому дети выполняют роль курьеров в криминальных схемах, говорят сотрудники полиции. У челнинцев свое объяснение поведения подростков. Как обычно, перед своими пытаются казаться круче. Тут уже все дело в воспитании. Тут мало чем помочь, все от родителей зависит. Может, семья неполная. Все же от этого идет. Если родители почаще с детьми будут заниматься, объяснять, что можно, что нельзя, наверное, не будет происходить всякие преступления, всякие кражи там. Ну, тоже, конечно, друзья имеют большое значение, но все-таки каждый ребенок по себе выбирает товарища. Если он благополучный, он и выбирает благополучный, а если он брошенный, он и ищет таких. В школах тоже должны это вести, разговор с ними, чтобы они не обижали друг друга. За административные правонарушения подросток несет ответственность с 16 лет. Это мелкие хищения, кражи из магазинов, нанесение умышленного вреда имуществу, употребление спиртных напитков. За употребление алкоголя на учете состоят 110 подростков, а до 16 лет ответственность за ребенка несут родители. Если подросток совершает правонарушение, в первую очередь, конечно же, он рассматривается на штабе профилактики по месту учебы, где решается вопрос о постановке данного несовершеннолетнего на внутренний контроль школы. Затем у нас рассматривается данный материал проверки на комиссии по делам несовершеннолетних. Как отметила Галина Александрова, сейчас правонарушения совершают дети не только из неблагополучных семей. Для предотвращения преступлений Управлением образования и молодежной политики проводится большая работа по организации дополнительной занятости и психологической помощи родителям и несовершеннолетним. Занятия в секциях, кружках и общественной жизни школы и города помогают детям встать на путь исправления. Это форпост движения первых Совета школьного самоуправления. Азиля Шеймухаметова, Ленар Султанов, новости Набережные Челны. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Продсклад «Победа». Колбаски охотские от Метцлер 95,90. Крупа гречневая «Царица полей» 58,50. Вы смотрите новости, мы продолжаем. В Набережных Челнах наблюдается рост заболевания ОРВИ. Об этом сегодня во время аппаратного совещания в мэрии рассказал начальник управления здравоохранения Рустам Нугманов. Чтобы противостоять простудным заболеваниям, в городе продолжается вакцинация от гриппа. С начала пандемии зарегистрировано более 31 тысячи случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции. В городе продолжает функционировать один провизорный госпиталь. Медучреждения работают в штатном режиме. По словам начальника управления здравоохранения Рустама Нугманова, на данный момент в городе случаев гриппа не зарегистрировано, но наблюдается небольшой рост ОРВИ. ОРВИ отмечается небольшой рост. Обращаемость в поликлинические учреждения и приемное отделение инфекционной больницы незначительное увеличение отмечается. До 100 человек обращение в приемное диагностическое отделение Набережно-Челнинской инфекционной больницы. В настоящее время в медучреждении города продолжается вакцинация от гриппа, а вместе с этим у школьников начались осенние каникулы. 62 пришкольных лагеря и 5 загородных лагерей получили санитарно-эпидемиологическое заключение на функционирование данных лагерей. Все сотрудники обследованы на ковид и допущены к работе с отрицательными результатами. Как отметили представители Роспотребнадзора, в городе необходимо усилить работу по вакцинации населения против гриппа. План вакцинации составляет 60%. Прививку можно сделать до 1 декабря во всех взрослых поликлиниках города. Лилия Агатина, Кирилл Хабзей, новости Набережные Челны. Где в Набережных
набережных Челнах найти качественную обувь по низким ценам, особенно если далеко не все подходит. Широкая стопа, нога большого размера или выпирает косточка? Ответ есть на ярмарке белорусской обуви по адресу проспект Мусы Джалиля, 55Б, торговый центр «Центральный ряд». Бывшее здание «Детский мир», отдел номер 10. Качество, удобство, натуральность и простота – секрет успеха белорусской обуви, а широкий размерный ряд для женщин и мужчин позволит найти ботинки, полуботинки, сапожки, полусапожки своей мечты. Данная модель женских ботинок изготовлена из мягкой кожи, которая не стесняет ваши ноги и дарит удобство и комфорт. Подкладка и стелька из шерсти гарантирует сохранение тепла даже в самые морозные дни. Благодаря шнуровке можно отрегулировать полноту подъема и затем с удобством пользоваться боковым замком. На ярмарке белорусских производителей есть модели для высокого подъема и широкой голени. Удобная колодка позволит забыть о дискомфорте от натоптышей и выпирающих косточек. Хорошая обувь, нормально, понравилось. Померил все. Хороший, белорусские все говорят, хорошая обувь. Я и осенние, и зимние, и ботиночки все время у них беру. Жду, когда они приедут. По моим ногам комфортные, потому что у меня диабет. Я взяла широкую, зимнюю, а сейчас буду приходить, вот осеннюю буду брать. Она очень удобная, практичная и очень долго носится. На выставке представлена и верхняя одежда, кожаные куртки, дубленки и пуховики. Очень хорошее, качество хорошее. И как будто по мне шили. Вот. Так что, сейчас обувь еще подберу на зиму. Качественную обувь по доступным ценам можно приобрести по адресу проспект Мусы Джалиля, 55Б, торговый центр «Центральный ряд», бывшее здание «Детский мир», отдел номер 10. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. А я с вами прощаюсь. Хорошей вам недели. До свидания.